Здесь наверху заседали старики, старейшины, живые. Они принимали по довольно сложным вопросам решения. Принять они должны были бы одно решение и самое верное. И здесь как бы усопшие, те предки, которые лежали внизу, они помогали им, советовали им принять наиболее верный шаг, наиболее верное решение. И здесь старейшины, когда разрешали проблему, они подсознательно осознавали, что завтра, послезавтра, в будущем, они сами окажутся внизу этого склепа, и там уже, оттуда, как бы своим духом, своим шепотом, они будут подсказывать живым, как правильно выходить из того или иной ситуации. Здесь на протяжении многих веков собирались наиболее уважаемые, мудрые и знатные старейшины ингусского народа. Они только имели право зайти вовнутрь этого христианского храма. Храм сам был воздвигнут в XII веке. Возведен он был как христианская базилика, но в процессе исторического развития здесь же исполнялись языческие обряды и христианские обряды. Именно здесь находился духовный центр всего народа. Жизненная задача всякого – познать строение и форму своего рода, его задачу, закон его роста, соотношение отдельных ветвей и их частные задачи. А на фоне всего этого познать свое место в роде и собственную свою задачу, не индивидуальную свою, поставленную себе, а свою как члена рода, как части высшего целого. Роду свойственна своя история, то есть своя линия во времени. Внешние условия могут причинить искажение линии времени данного рода, могут искривить ее, как искривляется ствол дерева выступом скалы. Но закон развития, то есть форма линий времени, даны ему свыше, и род не уступит его и не сможет от него отказаться, иначе как ценой собственной гибели. Только при этом родовом самосознании возможно сознательное отношение к жизни своего рода и к истории человечества. Нередки случаи, когда люди не знают своего происхождения и говорят: «Я не знаю, кто мой дед». Для такого знания предков темно. Я составил генеалогическое древо всех 11 вяров Горбаковых, включающее всех его членов, даже маленьких детей. И вот теперь любому человеку ясно, как на ладони, какой путь прошел его тейп. В ряду ингушских тейпов выделяются фамилии, вышедшие из селений Эгикал, Хамхи и Таргим. Из Таргима и наш род Горбаковых, а также известные фамилии Бековых, Чипановых, Арчаковых, Плиевых и Мальсаговых. Эти фамилии ведут свою историю очень давно и насчитывают до 20 поколений. Мы побывали на родовом сходе Мальсаговых. Это одна из многочисленных ингушских фамилий.
Сегодня они живут в разных городах и республиках, но иногда проводят встречи здесь, в горах, у родового замка. Гордиться своими предками может только человек, достойный их. Эздел, благородство – это долг перед ушедшими поколениями. Это трудно, потому что эти качества нужно постоянно подтверждать. Нужно заботиться о других, помогать им, беспокоиться об обществе постоянно, не дожидаясь, пока к тебе обратятся за помощью. А быть равнодушным легко. Достаточно жить только для себя, и никто к тебе не обратится. Поэтому так важно беречь традиции благородства. Это лучшее, что у нас есть. Как только это лучшее, но трудное, станет для нас лишним, мы перестанем существовать. До начала XX века у ингушей не было своей письменности. Создателем ее стал Заурбек Куразович Мальсагов. «Учись так, словно никогда не умрешь. Живи, всегда готовый к смерти». Эта ингушская пословица, опубликованная Заурбеком Куразовичем в одном из разделов его грамматики ингушского языка, могла бы стать эпиграфом ко всей его жизни. Выдающийся ингушский просветитель и ученый, энциклопедист, в 21 году разрабатывает проект ингушского алфавита. В 23-м, будучи народным комиссаром просвещения Горской республики, основал первую ингушскую газету «Сердало», что означает «свет». В 25-м выходит его грамматика ингушского языка, ознаменовав рождение ингушской письменности. С 30-го он директор Чечено-Ингушского института истории, языка и литературы. Среди его научного наследия фундаментальные труды по кавказоведению и вайнахской лингвистике. Именно Мальсаговым в научный оборот введены понятия «вайнах», «вайнахский народ», «нахские языки», которые сегодня всемирно признаны. В начале 30-х, уже больной, он продолжает регулярные экспедиции в труднодоступные горные районы. Вот несколько строк из его дневников. «Усталость дает себя знать. Мы были в седле 8 часов. Бука, это 9-летний сын Заурбека Куразовича, начинает жаловаться. «Я свалюсь, папа. Когда же мы приедем?» И, кажется, пускает втихомолку слезу. Позже Адиль Гирей, тот самый Бука, что пускал втихомолку слезу, одним из первых уйдет на фронт и в 43-м году погибнет на Курской дуге в свои неполные 19 лет. Огонь! 27 миллионов жизней было отдано в этой священной войне. И среди них немало ингушей. Но немало их и среди тех, кто дошел до Берлина.